Байдарки и каноэ – вот главное средство достижения цели. А еще упорные и долгие тренировки, умение работать в команде и желание всегда быть первым. Закончил школу, закончил училище Олимпийского резерва в этом году. В этом же году поступил в Академию спорта. Тренируемся до ноября где-то, вот здесь на нашей воде. Потом уезжаем в город Краснодар, потому что здесь уже вода как бы замерзает. Вот, там у нас начинаются сборы. Грести веслами, разрезая волну. Этот вид спорта с большими физическими нагрузками, но здесь тоже есть место для девушек. Это очень классно, от этого получаешь какой-то адреналин. Работа, а спорт все равно делает свое. Свежий воздух, вода, движение. Здесь все для тех, кто ведет здоровый образ жизни или хочет заняться спортом. Мы говорим сегодня о детской и юношеской спортивной школе, чтобы именно акцент сделать на нашу молодежь, с школьного возраста, заканчивая уже профессиональными спортсменами. На трибунах тоже жарко. Каждый болеет за своего спортсмена или команду. Наша команда принимает участие здесь впервые, но тем не менее это такой колоссальный опыт. Мы в предвкушении этих соревнований и надеемся, что мы достойно представим наш университет. Большой вклад в развитие спорта в нашей республике. Доказательство того, что не просто так Казань названа третьей столицей и спортивной столицей России. Общими усилиями и сплоченной команды участники студенческой регаты идут вперед. Задача не из легких, но упорные тренировки дают возможность даже новичкам попробовать себя в больших соревнованиях. В одиночном классе победил Денис Замалеев, на байдарке Артур Валеев. В гонке на лодках «Дракон» победу одержала детско-юношеская спортивная школа по водно-гребным видам спорта. Эльвира Бурганова, Данил Филатов, ТНВ «Казань».